Башкирии. Это город Межгорье. Мы готовились к балу, покупали платье и с нетерпением ждем этого бала. Я готовилась к этому балу. Я выбирала платье, выбирала самую красивую прическу и хотела блистать на этом балу. На бигудях спала. Удобно было. Мы купили украшения, корону, платье. Я решила везде участвовать, потому что мне хотелось быть как и обычные дети. Эта болезнь для меня не помеха. Я очень, конечно, волнуюсь, вдруг я что-то сделаю не так, но я раньше ходила на танцы. Чтобы быть настоящей принцессой, нужен бал и платье. Это хвалила. А кто у нас Татьяна? Бантик, да, вот сюда мы повесим красивый бантик. Пригласили из глубинок, из деревень, районов Республики Башкортостан детей, родителей, которые никуда не ходят, которые закрыты в 4 стенах и не могут позволить себе приехать даже в город Уфа. Меня назначили ответственным человеком именно по размещению, по питанию, вообще по организации приезда, проживания детей в санаторий «Зеленая роща». Поэтому для меня это было, конечно, очень волнительно. Прорабатывали постоянно логистику проведения этого мероприятия, как мы будем принимать наших детей с их родителями, как будем их размещать по номерам, как будем организовывать питание, какое будет меню. Здравствуйте. Можно ваш паспорт для регистрации, пожалуйста? Спасибо. Вы с какого района у нас приехали? Отлично. Задача волонтеров – помочь деткам распределиться по их номерам, сопроводить, поднять хорошее настроение, потому что они приезжают уставшие с дороги. Шагай сама, я тебя пересажу. Кулема, видишь, какая ты молодец. Мы только после операции Вылезарова делали. Все, у меня села. Аня, ты аккуратно, спицу эту сломаем. Лежала. Нам позвонили и пригласили на президентский бал принцесс. Я очень обрадовалась и решила съездить. Меня интересует, что в театре будет происходить. Мы с мамой покупали платье и смотрели танцы. Поехали в Белорецк платье выбирать, перемерили 4 платья. Одно из них оказалось длинным, и мы подкоротили его немножко. Я вам платье покажу завтра, потому что это сюрприз. Позвонили с нашего реабилитационного центра, завуч по воспитательной работе, и предложила, мы, конечно, сразу согласились. Не хотелось упускать такую возможность. Счастье было, конечно, вообще, такая эйфория в душе. Мы сразу начали готовиться, представлять, какие будут платья, бижутерия, аксессуары какие-то. Конечно, ждали вообще. Платье у меня светлое, как Рапунцель. Прически получится локоны. Но я не хочу этот аквагрим смывать. Алиса подготавливалась, она практически не спала. Она засыпала с таким умилением. Бал, бал, я буду самый красивый. Она все время просыпалась и смотрела на свое платье. Мы уже выбрали, в чем мы пойдем. Примеряла его, размышляла, а кто туда поедет. Она слышала в разговоре, что Карина Хабирова, супруга нашего президента, что это она организатор этого бала. И Алиса постоянно говорила:
Я еду к президенту на бал. Так, давай представим, что здесь сидят телезрители, поэтому смотрим на камеру. Молодец, отлично. Идея такого бала на самом деле появилась давно. Никому не секрет то, что до того, как мы приехали в Башкирию, мы были с мужем в Красногорске, и на самом деле там эту идею мой муж вместе со своими сотрудниками, коллегами начали организовывать. И когда мы приехали сюда и узнали, что здесь такой истории нет, это не проводилось никогда, мы решили сделать это и начать, так скажем, заложить традицию того, чтобы проводились такого рода мероприятия на Новый год, для мальчиков перед 23 февраля или летние какие-то игры для мальчиков. Ну и для девочек это, конечно, бал принцесс. Помнишь, ты мне этот видео отправляла, там такие красивые прически были? Смотри, мам. Какой из них? Вот это красивый шел. Когда мама сказала, что мы поедем в Уфу на бал принцесс, эмоций не было предела. Я старалась не думать об этом, потому что было слишком волнительно, но все же не получалось, потому что для меня это важно. О таком мероприятии я услышала впервые. Это приятно, когда особенных девочек приглашают на бал. Кто-то в связи со здоровьем, да, кто-то на коляске, все равно помогли, приехали, организовали очень хорошо. Мы, допустим, мы приехали, сразу к нам подошли волонтеры, объяснили все как есть, и они так тепло, с улыбкой нас приняли. То, что понравилось, конечно. Поставила торт? Мы выбрали красное платье, и это не мое платье. Мы его взяли у подружки, чтобы было самое красивое. Мне оно очень понравилось, это платье. Еще я люблю красный цвет. Я его уже примеряла, и оно мне подходит. Оно очень красивое и похоже на весеннее платье. Она каждый день уже засыпала уже с мыслью, что я одену, что какая прическа, что это будет, как это будет, а куда мы пойдем. 100 000 вопросов, наверное, задала. Платье, думали мы долго, вообще охота была, конечно, не белое платье такое, как в сказках, это. Почему-то остановились на этом, тоже пышное. Это было интересно, поход, выходить по магазинам, подумать. Обычно по болезни ездим куда-то, а тут-то ехать на праздник. И думаю, это большой прорыв у нас. Анюта, улыбайся. Мероприятие, наверное, одним словом, даже значимость его невозможно обозначить, потому что это и, в первую очередь, социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, это культурное событие. Такое мероприятие проводится впервые. 300 девочек с разных уголков нашей республики приехали, чтобы стать участницами, маленькими процессами бала. И самое главное, что мамы тоже стали участниками праздника. А потом выучим, и потом все вместе будем танцевать. Договорились? Все, пожалуйста. Вальс можно?
ученики Башкирского хореографического колледжа имени Рулифа Нуреева приняли участие с девочками, у которых некоторые болезни, но они так же, как обычные дети, так же, как мои одноклассники, ведь все обычные люди. И это очень интересно. Сейчас у нас только что была репетиция, а завтра будет бал принцесс в театре оперы и балета. Довольно-таки интересно и открываю для себя что-то новое, понимать и не бояться, ведь все необычные дети. И учащиеся хореографического колледжа, и мы все с удовольствием поддержали это событие. Первая репетиция была очень волнительна, потому что ситуация была неординарная, надо сказать. Поэтому наши ребята достойно провели. В общем-то, нам это знакомо, танцевать привычно. Вот. Поэтому ребята с удовольствием ей объясняли, подошли приветливо, с улыбкой, познакомились. Мы выбрали, естественно, классику. Это Чайковский, который на слуху. Вальс из балета «Щелкунчик» и, конечно, детский танец «Утят». Сегодня был очень важный день. У нас была первая репетиция танцев. И поначалу я осталась без пары, но потом одна девочка, я не поняла, она запсиховала или что-то в этом роде, и меня подтолкнули к этому мальчику. Разучивать танец было тяжело. Мы повторяли за соседями, которые были рядом с нами. И, в общем, получилось очень весело. И я очень застенчивая на сцене, когда выступаю. Я хорошо очень учу стихи, но танцы я не показываю, и песни я так-то не пела еще. Бывают просьбы людей, которые невозможно осуществить, да, и какие-то проблемы, и связанные с законами, и с материальными затратами, когда реально невозможно помочь вот сейчас, сию секунду, да, этим людям. Но на самом деле иногда люди подходят с просьбами, которые просто решаются там одним днем или там одним часом, который ты можешь сделать. Потому что и тогда ты понимаешь, что вот иногда людям настолько мало нужно в этой жизни, чтобы как-то почувствовать какую-то поддержку, опору и дальше двигаться, что ты понимаешь, что если ты можешь это сделать, почему нет? Я сделала домового из материала, который нам дали. Он сделан из глаза, из носика и разные украшения, и шляпа. Хорошо, что у меня мама есть какая. С праздником вас от души поздравляем. Быть вам счастливыми только желаем. Мама, жизнь подарила, мир подарила. Я прошла в кастинг телеведущий телеканала «Тамыр». Я рассказала о себе, о своих увлечениях, о сегодняшнем мероприятии. Поделилась все, что сегодня было. Мне понравилось. Ох, да какой же я жираф!
сейчас давайте вместе с вами на всякий случай посчитаем до 3. Договорились? Программы, конечно, насыщенные, очень. Конечно, аквагрим — это в первую очередь. Выстроилась огромная очередь. Алиса простояла. Потом она была в восторге от шаржа. Удивлена портрету. С удовольствием посетила. Делали цветочек из бумаги, делали домовенка. Отношение к деткам очень радует. Все везде участвуют. Ко всем с таким прям с добротой относятся, с уважением, добротой. Аня родилась раньше срока, и когда нам было 6 месяцев, нам поставили диагноз ДЦП, детский церебральный паралич. Ну как, состояние было очень нехорошее, скажем так. Доктора пророчили нам 4 года жизни, ну, говорили, что только терпение, любовь к этому ребенку. Ну, я, конечно, вообще с этим была не согласна, и начала лечить ее сама. В итоге сейчас вот нам 14 лет в этом году будет, мы уже будем получать паспорт. Учимся мы 6-й год, но учимся в 5 классе. Дистанционное образование. Ну, так она вроде развивается нормально. Вот сейчас сделали операцию недавно. Тут уже остатки убирали, все, что у нас осталось, чтобы жить полноценной жизнью. Я хочу быть няней. То есть работать с такими малышами, которых можно, как я делала, из бутылочки кормить или просто держать. Это, конечно, очень сложно, но попробовать можно. У Велины врожденный горизонтальный нестагм. Это когда нам поставили этот диагноз в 3 месяца, когда ей было. Врач заметила на медосмотре, что глазки бегают туда-сюда постоянно. Даже когда она спит, видно, что глазки ходят. Мы стоим на учете у невропатолога и на инвалидности от окулиста. Болезнь неизлечима. Это интересный такой факт. Она говорит, что у меня что-то в глазах поменялось. И я говорю, как поменялось? Ну, поменялось, вот все по-другому стало. Вот это вот до сих пор мы не можем понять. Она иногда это раз говорит раз в месяц, иногда раз в полгода. Иногда 1 раз в год такое может сказать. Но она так стоит, мама, у меня все поменялось. И это как-то странно чувство. У нас диагноз вообще генетический, синдром Сеттера-Чодзена. Вроде бы в таком мире на бытовом уровне, но не проявляется очень сильно. Но у нее есть свое мышление. Она живет как будто в сказке. Для нее везде добро, счастье. Она не видит негатива. Она также не понимает, зачем знать математику, зачем знать чтение. Ей достаточно просто вокруг нее радости. Этот диагноз также влияет на различные органы. Мы слепнем. Варежки хорошенькие. Я сегодня каталась в карете, и когда я села в нее, то почувствовала себя настоящей принцессой. В лицо был такой легкий ветерок, было так приятно, солнце слепило глаза, и ко всему этому еще лошадь ржала. Было очень приятно, я познакомилась с одной девочкой, и почти весь путь мы с ней проболтали, наслаждаясь поездкой. Назгуль в 2010 году
она у нас заболела, у нее начались носовые кровотечения, и 2,5 года как бы не могли поставить нам диагноз. А в нашем городе Сибай она первая девочка с таким диагнозом. И когда, уже вот мы приехали, нас с Сибая направили сюда, в Уфу, в гематологию, нам подтвердили диагноз, но было уже поздно, уже хроническое течение. И мы года 2-3 безвылазно лежали здесь, нас лечили, капали. Можно сказать, все безрезультатно. И с 2015 года мы открываем незначительные сборы, дорожные сборы, самолет туда и обратно с ней вдвоем. И летаем в Москву, в Рогачево. Это самая сильная такая клиника, считается, по России. Сейчас мы принимаем укол Nplate, он очень дорогой, одна ампула 70 тысяч. Каждую неделю мы колем. Получается, где-то на 4 миллиона мы уже сделали укол. Слава Богу, нам вовремя поставляют эти препараты, не задерживают. И надеемся все равно, что выздоровеем, потому что вот как эта болезнь пришла внезапно, также вот гормонально, когда вот ей 11 лет, 12, гормонально она начнет меняться, эта болезнь может также спонтанно и пройти. Я считаю, что бал, где собрались такие девочки, это хорошо, потому что нельзя ограничивать хорошо развитых, хорошо физически развитых людей от людей с ограниченными способностями. Мы все одинаковы. И завтра мы там поедем на автобусе, танцевать там будем. Думаю, завтра на балу все будут танцевать. Все будут с красивыми прическами и в красивых платьях. Где платье красивее прическа? Где наш волонтер? Мне нравится твое платье. Пойдем? Первый автобус, да? Зеленый массив, получается, от меня справа от вас слева, да, слева. Как раз за счет него и получается такой чистый воздух. Наверное, никого не секрет, что сосновый гифтовый воздух, он очень полезен для легких. То есть такой очень медицинский район для Костарики. Они приехали из районов, они приехали в столицу нашей республики, в Уфу. Это для них уже событие. Тут они попадают в такое сказочное пространство, которое мы постарались для них создать. Конечно, все организаторы очень переживали, волновались, как это будет. Детки все с особенностями, у всех свои какие-то проблемы. Все нужно было учесть и всем сделать пребывание здесь комфортным. То, честно скажу, я в своем детстве ни разу не была на таких мероприятиях. И для меня в моем детстве ни разу не было бала принцесс или какого-то мероприятия, где действительно настолько уделено внимание вот этой сказке. Поэтому я была бы в восторге. В творчестве каждый ребенок может иметь свое воплощение, будь то он художник, будь то он танцор, будь то он певец, будь он просто рассказчик. Но любые фантазии детские, они имеют под собой возможность воплощения. И родители, они становятся тогда настоящими волшебниками, если они для своего ребенка могут это сделать. Сегодня наши преподаватели и самые успешные выпускники принимали участие в преображении детишек. 15 парикмахеров и 10 визажистов
а сегодня преображали наших девочек. Многим из них первый раз наносили макияж, делали локоны. И вот они сидели счастливые и чувствовали себя настоящими принцессами. И вы знаете, когда смотришь на них, умиляешься и думаешь, если мы своей заботой и преображением внесли в их жизнь чуточку радости и счастья, то, вы знаете, я думаю, что ради этого стоит жить. Вот то, что они сегодня пришли уже с прическами, уже красиво. Вот вчера они такие были, да, вот мы приехали, видели какие-то затери, растерянные такие, а сегодня они уже, вот как будто они всю жизнь были на балу, всю жизнь вот они здесь участвовали. Поэтому все очень красиво, все это торжественно, все это душевно, по-доброму. И поэтому огромное спасибо за идею Карине Владимировне. Как мама, воспитывающая ребенка с инвалидностью, как многодетная мама, как просто женщина, которая была когда-то маленькой девочкой и мечтала, читая в сказках Золушки, других, вот в таком же балу, то, что ты тоже можешь одеть такое же платье и потанцевать с принцем. Действительно представляю, какие у этих девочек останутся эмоции, потому что у меня вот такие глаза, как у маленькой девочки, наверное, стали, и дыхание немножечко так затаилось. И если у меня такие эмоции, я представляю, какие эмоции испытали сегодня вот эти маленькие наши девочки. Во-первых, я рада, что это происходило в Аксаковском доме, именно поддерживать традиции, столетние традиции, делать добро. Дети с удовольствием и вникали. Я как-то, если честно, не всегда видела разницу, что они необычные дети. Такие же пытливые, с удовольствием двигались. Даже та девочка, с которой я разучивала танец, смотрю, она так хорошо двигается. И говорю, ты так хорошо двигаешься. Она говорит, а я раньше танцевала. Не зря говорят, что добро спасет мир. Понимаете, и вот это вот доброе дело, опять-таки я повторяюсь, в этом, наверное, и аура здесь, в этом Аксаковском доме. Хорошо, что традиции Аксаковского дома продолжаются. Это именно то, что необходимо на сегодняшний день. Именно вот эти общения, не гаджеты, да, чем мы сегодня все, так сказать, заняты, а именно общение, человеческое общение. Это очень важно, и это дает, мне кажется, огромную перспективу в будущем, потому что мы имеем театр, оперы и балеты, иметь нового зрителя, мы выращиваем новых культурных людей. Это нужно делать. Сегодня в моем королевстве состоится сказочный бал. Заранее мы их спрашивали, есть ли у вас платья нарядные, чтобы одеть. Если нет, то Агидель, они согласились и очень быстро, буквально в течение 1-2 дней, отшили нам платья бальные для девочек. То есть для них это тоже была такая сказка, потому что, как на самом деле, как в Золушке, когда приходит добрая фея, которая говорит, я тебе сейчас сделаю платье и туфли, и она просто идет окрыленная. Вот. И был случай, когда даже в интернете одна из участниц выставила, что у нее нет платья. Вы не представляете, какой шквал помощи. Просто каждый был готов купить, сшить, принести платье, чтобы девочка пошла вот в таком прекрасном платье на бал. Вот такое у меня голубое платье с черным горошком и открытыми рукавами фонариками. Я специально для вас от вас его держала в тайне, чтобы сделать вам сюрприз.
девочки, дорогие мамы, дорогие волонтеры, я очень рад вас всех сегодня приветствовать на первом балу принцесс Республики Башкортостан. От всей души хочу прежде всего поздравить наших маленьких принцесс, которые вот здесь, в этом зале замечательном сегодня сидят, с праздником. Они такие красивые сегодня, они такие замечательные, такие красивые глаза у них блестят и такая радость у них на лицах. Желаю крепкого здоровья, хорошей учебы, веры в свои силы. У вас все получится, вы очень сильные, вы очень талантливые. Конечно, я в этот день поздравляю мам. Силы вам, дорогие мамы, силы, красоты, добра, всего самого-самого лучшего. Мы восхищаемся вами, восхищаемся вашим трудом и обещаю вам, мы будем вам всегда помогать. Получается, я прошла в зал, и меня сразу взял за руку один мальчик. Ну, потом мы с ним репетировали, а когда началась музыка, он нашел еще какую-то маленькую девочку, и мы начали втроем танцевать. На балу я почувствовала себя принцессой, потому что, во-первых, мне понравилось мое платье, прическа, все было шикарно. Танцевали, было красиво. Нам на балу подарили сумку вот такую. Внутри нам подарили вот такую вот рамочку. Это была 8. И это такая печенье, печенье. Вот, красивое. Ну, когда мы шли смотреть сказку, нам подарили короны вот такие. Клёво было на бале. А потом еще был король такой бородатый. Бородач он. Пошли сказку смотреть. Заморозка. Сидела и смотрела, и такая дружная сказка была. Для девчонок, для девочек, вот, которые приезжали в этот раз, они приезжали ведь совсем с дальних районов. Мне кажется, они только мечтали, они вот читали, наверное, сказки, мамы им рассказывали. И они мечтали только, что они могут быть такими принцессами. Это будут такие незабываемые эмоции вообще на всю жизнь. Это только 300 девочек. На самом деле в республике на сегодняшний день около 16 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, конечно, каждый год данное мероприятие охватывало бы новых и новых ребят. И все бы смогли приехать не просто в Уфу, но и стать участниками вот такого замечательного мероприятия. Наши дети, у них нет такого общения, как у обычных здоровых детей. Пусть будет масштаб поменьше, там, может быть, в каком-то отдельном городе, да, там, не обязательно там Уфа, а по районам где-то, но это надо делать, конечно. Это дорогого стоит. Дети очень счастливы, а для нас самое главное, чтобы дети были счастливы и чтобы они радовались, остальное, ну и нам хорошо. Я чувствую вот эту гордость, что вот наконец-то наши дети не делятся сегодня на инвалидов и неинвалидов. Они эту радость будут помнить еще годами. Они будут подходить и говорить: а вот вы нас поздравляли, а вот вы с нами были. Поэтому для них это очень важно. А мне кажется, это важно прежде всего и для нас, для всех взрослых. Эти дети показывают, как жить, что вот
никогда и никогда не унывают наши дети. Для них это важно, потому что им надо жить, им надо дальше идти вперед. И знаете, Алга, только вперед нашим детям. Посмотрел замечательный концерт, посмотрел бал, посмотрел на принцесс маленьких, все нарядные, все красивые. Ну, у них глаза горели, им все это интересно. Особенно спектакль очень был интересен. И вы слышали, наверное, аплодисменты, как они аплодировали каждому действию, каждому выступлению. То есть для детей это, конечно, важно увидеть красоту театра, красоту людей, просто показать себя. Мы бы хотели, чтобы для участниц этого бала, чтобы они просто поверили в себя и поверили вообще в то, что возможно осуществить любую мечту, и чтобы у них не опускались руки. Вот это самое главное. Ну и, конечно, самая основная наша идея еще была в том, чтобы такой бал проводился во всех районах нашей республики, не только в Уфе.